Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в селе Выльгард, и здесь мы утепляем крышу. Данный дом мы построили 1,5 года назад. Основную усадку он уже дал, а кровля, материалы кровли, они уже подсохли, поэтому смело можно приступить к утеплению. Но как это сделать правильно? Чтобы не было мостиков холода, чтобы в доме было уютно и тепло. Давайте вам все покажу. Брали плотный утеплитель высокой плотности и устанавливали данные маты. Потом сделали горизонтальные бруски, вот эти 50 на 50. Забили их и еще уложили мат в 5 сантиметров. Для чего мы смонтировали вот этот горизонтальный брусок и настелили вот этот мат еще? А для того, чтобы закрыть вот эти вертикальные стойки, их перекрыть. Потому что сама древесина, это же тоже мостик холода. Получается, мы его перекрываем. И еще дополнительно утепляем. То есть у нас получается 20 сантиметров утепления. Особо важно всегда проверять все угловые соединения. Углы всегда промерзают. Там всегда есть зайчики, мостики холода. Давайте посмотрим. Видите? Мы применяем плотные маты. Так, вот древесина. Вот там все плотненько. Видите, внутри все пропенено. Как вон там глубоко-глубоко. И настилаются плотно маты. Маты так стелятся, что, видите, ни щелей, ничего нету. То есть они берутся на несколько миллиметров шире, чем расстояние между стойками. Допустим, расстояние мы делаем заранее 580 миллиметров, а мат 600 миллиметров. То есть он так плотненько входит, и мостиков холода нету. Кроме того, маты укладываются в шахматном порядке. Даже если где-то есть микро щелочка, то следующий мат его перекрывает. Это круто. Это круто. И посмотрите, какая красота получается. То есть мы утеплили 15 сантиметров, потом сделали горизонтальный, утеплили еще пятеркой. Что сделали дальше? Далее мы настилаем пароизоляционную пленку. Для чего? Чтобы бытовые пары не проникали в утеплитель. Ведь сырой утеплитель не выполняет свою функцию. Он не сохраняет тепло. Он, наоборот, с легкостью выпускает тепло. Поэтому утеплитель должен быть сухой. Поэтому при строительстве дома с наружной части кровли мы применяем очень хорошие пленки. По углу тоже все плотненько, все герметично. Видите? По углу тоже все очень герметично. Это очень важно. Все соединения, особенно возле окон. Все плотненько, все угловые соединения обязательно надо проверять. То есть вы как заказчик не поленитесь. Тоже все. В своих-то людях я уверен, то есть у нас тут все нормально. То есть сейчас вот Поликарп работает, мы уже не раз утепляли дома, у него есть опыт. Далее Андрей хорошо утепляет. Хорошо утепляет у меня Дмитрий, прекрасно утепляет. Вася тоже утепляет. То есть мы научены уже жизненным опытом, мы хорошо утепляем. Да, не спорю, в начале карьеры не так трепетно, конечно, все у нас было, но видите, все приходит с опытом. Все приходит с опытом. На текущий момент вот такую красоту мы вам уже гарантируем. Заводим утеплитель выше уровня потолка. Это видно. Пойдемте покажу сам потолок, как выглядит, как делаем утепление потолка. Вот здесь видно. Видите, тоже как плотненько утеплен потолок. Ниточки, видите, подвязаны, да, чтобы утеплитель изначально не спадал. Все это дело мы еще будем обшивать доской под обшивку. Но на текущий момент, чтобы просто утеплитель не падал, мы его подвязали. На всякий случай. Я поднимусь, все вам сейчас покажу. Как это происходит. Давайте поднимемся и посмотрим, насколько герметичен потолок. Вот мы выходим к утеплению потолка. Видите, все очень плотно. Возле каждой стропилы. Это видно. Теперь можем подняться выше. И посмотрите, как все сделано здесь. Особенно здесь-то вообще никто никогда не смотрит. То есть также мат уложен. Угловое соединение утеплено. Здесь тоже угловые соединения утеплены. Там в противоположной части тоже, посмотрите, тоже все плотненько. Плотненько. Хорошо
Ну, мои любимые угловые соединения. Вот важны всегда вот эти угловые соединения, как утеплены. Посмотрите, как все равномерно, аккуратно и плотно. Давай, да. Ага, давай. Дорогие друзья, если вам необходимо сделать утепление или черновую отделку, обращайтесь. Давайте мы вас проконсультируем и сделаем расчет. Ну а если вас все устроит, будем рады сделать вам черновую отделку в доме. Также ответственно, также качественно. Так что давайте до встречи на консультации.